Слышал, что есть определенная мольба, дуа, читаемая на ночь, посредством которой Всевышний прощает все грехи. Неужели такое возможно? Если да, то не могли бы вы привести это дуа? Ответ. Бог любит, когда его раб кается в своих прегрешениях, прося Господа о прощении. Врата покаяния Всевышнего всегда открыты для раскаивающихся. В Коране сказано: «Поистине, Всевышний Аллах любит тех, которые раскаялись в своих грехах и отвернулись от совершения греховного. Также Он любит тех, которые остерегаются всякой скверны, соблюдая чистоту». Смысл 222 аята суры Аль-Бакара. В другом аяте говорится: «Путь к покаянию открыт. Кто сделает что-то дурное и обидит свою душу, совершив грех, и потом попросит прощения у Аллаха, слава Ему Всевышнему, он увидит, что Господь милостив. Он примет его покаяние и простит его. Поистине, Аллах прощающий, милостив». Смысл 110 аята суры Ан-Ниса. При этом следует знать, что грехи бывают трех видов. Первое. За невыполнение обязательств, которые возложил Всевышний: намаз, пост, закят, хадж, кафарат и так далее. Если такие грехи имеются, то следует возместить то, что было пропущено. Второе. Грехи между людьми, когда один человек нанес вред, моральный или материальный, другому. И эти грехи считаются наиболее тяжкими. Чтобы они были прощены, обидчику следует получить прощение от пострадавшего. Третье. Грехи между человеком и Господом. Это когда раб Божий приступает к наказу Всевышнего и совершает запретные деяния, такие как получение заработка запретным путем, употребление спиртного, зависть, самодовольство, проявление недовольства предопределением Творца, бесцельная трата времени и тому подобное. Милость Создателя так безгранична, что совершение благих дел также может служить искуплением грехов, относящихся к последней категории. Одним из таких деяний, посредством которого прощаются наши грехи, является следующая мольба, дуа, читаемая перед сном. «Ла иляха илля вахтаху ла шарика лаху, лахуль мульку ва лахуль хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир, ва ла хауля ва ла куввата илля биллах, субханаллахи вальхамду лиллахи, ва ла иляха илля валлаху акбар». Смысл. Нет божества достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть. Ему хвала, и Он над всякой вещью мощен. Нет ни у кого силы и мощи, кроме как у Аллаха. Свят Аллах, хвала Ему. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах велик. В хадисе говорится, что тот, кто ляжет в постели и прочитает это дуа, ему будут прощены его грехи, даже если они будут подобны пене морской. Передали Ибн Хиббан, Ибн Ас-Сунни, Абу Нуайм. Да убережет Всевышний нас всех от прегрешений и сделает обитателями рая. Аминь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.